приглашается директор Центра творческого развития и гуманитарного образования Галина Вячеславова. Я директор Центра творческого развития и гуманитарного образования с 2012 года. И это мое первое выступление такое почетное большое аудиторию, поэтому прошу меня простить, я очень волнуюсь. Мой доклад называется «Качество образования в системе дополнительного образования» на примере моего учреждения, муниципального образовательного учреждения дополнительного образования, Центра творческого развития и гуманитарного образования Истринского муниципального района. В современном обществе, где знание уровня интеллектуального развития человека становится главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором развития экономики, значительно повышается статус образования. Предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Проблеме качества образования уделяется пристальное внимание во всем мире. Именно по лозунгу повышения качества в последних десятилетиях идет реформирование образования в России. Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения. Это содержание образования, методы обучения, материально-техническая база, кадровый состав и другие факторы, которые обеспечивают развитие компетенций обучающихся. Критерии формируются в процессе обучения не только в школе, но и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального и неформального обучения. В решении данной задачи немаловажную роль приобретает система дополнительного образования детей, которая по праву рассматривается как составляющая единого образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Дополнительное образование представляет собой инновационную сферу вариативного обучения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации, содействующих процессу формирования ключевых компетенций учащихся. Центр творческого развития и гуманитарного образования осуществляет дополнительное образование детей и подростков Истринского района. История нашего центра берет свое начало в 1988 году, когда на базе военно-патриотического клуба «Синева» и клуба юных летчиков был создан Истринский учебно-производственный бригад авиационного и парашютно-десантного поля. В 1992 году открылись отделения информатики и фотографии. В 1996 году в УПК была создана школа юных журналистов и открыто направление психологии. В 2002 году в УПК переименовали в муниципальное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования. Открывались новые курсы, увеличилось количество учащихся. За последние 5 лет число обучающихся у нас увеличилось почти на 20%, и в текущем году составило более 900 человек. Основную массу обучающихся 70% составляют дошкольники и учащиеся начальной школы. С 2012 года в целях психологического сопровождения обучающихся в Центре создана служба психологической помощи. Сегодня на постоянной основе в Центре работают 17 педагогов дополнительного образования. Всего педагогов 24 человека, 70% из которых имеют высшее педагогическое образование, 60% высшую квалификационную категорию и половина педагогов имеет стаж работы более 15 лет. Основная деятельность Центра направлена на развитие творческого потенциала дошкольников и учащихся школ Истринского района. В Центре занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение осуществляется по 30 образовательных программ, 4 направленностей: художественной, социально-педагогической, технической и естественно-научной. Для сравнения, в 2011 году обучение осуществлялось всего по 15 образовательных программ. Объединение бумажных моделирования имеет звание образцовый детский коллектив, а с 2014 года Центр входит в ассоциацию педагогов, работающих с одаренными детьми. Продолжительность обучения детей в Центре составляет 1-4 года в зависимости от курса. Занятия проходят от 1 до 3 раз в неделю продолжительностью от 1 до 3 академических часов. Образовательный процесс осуществляется в течение всего учебного года с сентября по май в виде 2 учебных полугодий, с июня по август в виде летних школ и других мероприятий летней кампании. Целевым ориентиром для отслеживания личностных достижений воспитанников, а также уточнения содержания образовательных программ выступает модель выпускника. В Центре 3 данная модель выглядит следующим образом. Воспитанник имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю деятельности. Высокий уровень познавательной активности характеризуется развитыми общими специальными способностями, ориентирован на нравственные и общечеловеческие ценности,
гуманное взаимодействие с окружающей средой, имеет потребность в постоянном совершенствовании, мотивирован к сохранению своего здоровья и здорового образа жизни. Освоение дополнительных программ предусматривает проведение промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной каждой дополнительной образовательной программы в соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся центров. Аттестация учащихся проводится по окончании каждого полугодия по системе зачет-незачет, а также по разработанным внутри учреждения критериям обученности, минимальной, базовой и повышенной. При этом учитываются уровень творческой активности и практической реализации творческих достижений учащихся. В 2015-2016 учебном году в центре обучались дети из 12 школ и 15 садов района. В процессе работы Центр взаимодействует и с другими образовательными организациями района, школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образования, а также с образовательными организациями других регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Киева, Ижевска, Республики Крым. Педагоги Центра ведут занятия на базе Октябрьской, Снегиревской, Сошиной и лицея города Истры. Досугово-развивающая деятельность рассматривается педагогическим коллективом Центра Риги как составная часть образовательного процесса, так как способствует созданию широкой воспитывающей среды, входящей даже в рамки самого учреждения. Нравственному развитию обучающихся и приобщению к культурным ценностям уделяется особое внимание. Ежегодно учащиеся центра под руководством педагогов совершают около 30 экскурсий и поездок не только по Москве, Московской области, но и за ее пределами. Не менее важным для развития личности ребенка является переживание ситуации успеха, чему во многом способствует различные участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Количество участников и результативность участия в конкурсах и олимпиадах за последние 3 года увеличилось в разы. Количество воспитанников центра, принявших участие в районных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях в 2015-2016 году 1488 человек. И сравнение в 2012-2013 учебном году 590 человек. Количество победителей и призеров в 2012-2013 учебном году 113 человек, на сегодняшний день 258. Регионального уровня в 2012-2013 учебном году 113 человек, 16 человек, в 2015-2016 году 52 человека. Всероссийского уровня в 2012-2013 году 24 человека, на сегодняшний день это 50 человек. И международного уровня в 2012 году был 1 человек, сейчас у нас 14 человек победителей. В Центре Риги ежегодно организуют около 20 массовых мероприятий, учащихся Истринского муниципального района. Кроме того, выступает координатором 18 всероссийских дистанционных конкурсов. Принимает участие в организации и проведении 6 региональных и всероссийских мероприятий. Всего охват участников массовых мероприятий в 2015-2016 учебном году составил более 17 тысяч человек. В службу психологической помощи ежегодно обращаются около 500 человек с индивидуальными консультациями, а в рамках взаимодействия с образовательными организациями Истринского района проводятся тренинговые занятия, родительские собрания, классные часы и другие мероприятия. Всего охват населения составляет около 4000 человек ежегодно. В состоянии на 1 августа 2016 года в рейтинге системы договорной сертификации информационных технологий по общему рейтингу, который выстраивается на основе аналитической обработки результатов конкурсов, Центр творческого развития гуманитарного образования занимает почетное 22 место из 873 учреждений дополнительного образования. Опираясь на 56 целевых показателей губернатора Московской области по развитию Московской области, мы ежегодно увеличиваем число обучающихся технической направленности. В 2014-2015 учебном году было 157 человек, в 2015-2016 учебном году 179 человек. В Центре ежегодно проводится анкетирование, опрос родителей, целью которого является оценка удовлетворенности качественного обучения в Центре. В мае этого года мы провели онлайн-опрос родителей, довольны ли они результатами обучения в Центре. Опрос показал, что 98% родителей обучающихся довольны качеством образования в Центре. И в целом они увидели значительные результаты в обучении. В январе 2016 года Центр прошел выездную министерскую проверку без замечаний. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о высоком уровне качества образования
учащихся центров Рига и Истринского района в целом. Однако проблема качества образования в учреждениях дополнительного образования остается актуальной на сегодняшний день. С 1 января 2017 года вступает в законную силу новый профессиональный стандарт педагога, а также новые требования к разработке дополнительных общеразвивающих программ Московской области. Безусловно, одна из главных задач внедрения новых стандартов – способствовать повышению качества образования. Спасибо за внимание. Желаю всем